Ильдус. Я исполняю обязанности технического директора. Технический директор представляет из себя человека, который решает технические проблемы и создает инструменты, которые могут в полной мере показать, проявить весь потенциал и всю мощь работы художников. Основными обязанностями технического директора считается именно создание инструментов, которые помогают художникам. Далее это именно решение проблем, связанных с этими инструментами, так как они пишутся с нуля на каком-либо языке программирования. Иногда используются, например, нодовые системы, такие как в Houdini или Substance Designer. Далее это идет именно определение технических лимитов определенного стиля, который как раз-таки создает режиссер, арт-директор и, скажем, художник-постановщик. Когда они это решают, техдиректор должен суметь именно показать им, что мы можем сделать на этом проекте, какие инструменты мы будем использовать, какой софт мы будем использовать и какой процесс именно, как будет выглядеть этот весь процесс. Технический директор подключается в процесс производства в самом начале. Это может быть именно в момент, когда разрабатывается сценарий, то есть препроизводство анимационного проекта в нашем случае. И далее он работает на протяжении всего этого проекта. Но бывают случаи, когда, например, ты начал работать в каком-то анимационном проекте, и у тебя какой-то инструмент, то есть твой личный технический проект, он продлевается на несколько проектов еще дальше вперед, на несколько других анимационных фильмов, где ты его улучшаешь с каждым разом. Вот тут нужно было, чтобы была такая симуляция, а теперь мы можем, вместо того, чтобы создать новый проект, мы создаем новую ветвь этого инструмента, который занимается уже другим видом симуляции. Поэтому, как по мне, технический директор работает непрерывно и идет просто вперед. То есть он подключается, при производстве всегда, но и его работа продолжается. То есть он такой человек, который подхватывает на ходу разные проекты. Желательно, понимать, как происходит весь процесс создания мультика, начиная в производстве, именно начиная не то что со сценария и развития идеи, а больше именно технические аспекты каждого этапа. То есть это может быть и storyboard, 2D весь пайплайн, и потом 3D моделинг, риггинг, анимация, потому что технический директор охватывает кучу разных аспектов производства, потому что они сами разделяются на раздельные специальности. Так что желательно понимать, как происходит все, что где лежит. Я считаю, что это опять же зависит от того, какой ты техдиректор, потому что из-за того, что мы можем специализироваться на одном из аспектов, есть те аспекты, которые более художественные. Например, это композитинг, это освещение, это, например, окружение, моделинг, опять то же самое, и идет, скажем, визуальные эффекты. У каждого из этого аспекта есть свой технический директор, который как раз-таки задает именно пайплайн работы других визуальных художников, то есть он и в какой-то мере является неким таким локальным арт-директором для этой команды. Так что я верю в то, что в определенных элементах производства, в определенных департаментах компании они имеют именно такую творческую творческий импакт. В принципе, сценария может хватить, но, конечно, лучше иметь точное представление, именно образ каких-либо элементов от имени режиссера, то есть как это видит сам режиссер и как это видит арт-директор, какая стилистика идет. Потому что мы больше все равно работаем для того, чтобы именно подвести все к этому стилю,
а не то, чтобы задавать его на ходу. Вот, поэтому желательно иметь какие-то дополнительные ресурсы, хотя бы референсы, но, конечно, если есть сториборд, аниматика, то вообще кайф. Потому что по ходу дела до самого производства, до того, как мы дойдем до, скажем, визуальных эффектов, мы должны произвести R&D, то есть Research and Development. Мы должны сами изучить, как это мы будем делать, проэкспериментировать с несколькими техниками и потом выбрать тот, который лучше всего подходит, который более оптимизирован и выглядит так, как надо. Скорее всего, я бы выбирал бы уже инструменты, с которыми знакомы мои художники, да, художники студии, с которыми я работаю. То есть с моей командой нужно ознакомиться, кто с чем, как работает и какой софт ему удобный. Там это может быть Maya или 3ds Max или опять тот же Blender. Вот, так что это больше зависит, думаю, от людей, от их способностей. Так как переобучение для нового софта это занимает время, и технический директор должен это учитывать. Вот, а именно тому, что должен ли я знать это приложение, эти софты, да, конечно, нужно разбираться в нем, как минимум в интерфейсе. И по ходу дела, если тебе сказали, ну, например, пришел аниматор и сказал, мне нужен вот такой инструмент, то тогда ты уже заходишь глубже, ты там можешь попросить его, запиши мне свой процесс, посмотреть, как он работает, выявить именно болезненные точки, то есть где он тратит больше кликов. Мы в этом плане, как, скажем, как маркетологи, типа такого, они же стараются, чтобы было меньше количество кликов, оценивая количество кликов. Мы также оцениваем только уже эффективность работы по количеству кликов уже мышки или там клавиатуры, скажем. Вот. В этом плане тогда уже, да, нужно поглубже понимать, как работает весь этот софт. Разница в техдиректорах для игры и фильма, да, разительная. Как минимум то, что теххудожник, техдиректор в игре часто занимается оптимизацией в играх, а для этого ты должен знать обязательно моделинг и софт, в котором ты будешь работать именно в модели, чтобы их оптимизировать как раз-таки. Может, это будет Houdini, в котором ты автоматически просто все сделаешь. Или, например, Blender, где ты берешь сам модельку, которую лоу-поле те художники сделали, ты еще ее лоу-польнее делаешь до той степени, в которой она такая более-менее форму сохраняет и будет максимально оптимизированной. Ты еще должен знать разные техники оптимизации. Ты по-любому, из-за того, что маленькая студия, тебе по-любому еще скажет, а давай ты нам еще шейдеры делай. Шейдеры делать в движке это другое, чем, например, в Блендере. Там, да, можно нодами, но тебе нужно это оптимизировать. И из-за этого тебе нужно изучать уже языки программирования шейдингом связанные. Вот, а в анимации ты, в принципе, ну как бы с нодами я достаю это все, оптимизировать мне это не сильно надо, потому что все равно ты рендеришь свой результат. А в игре ты должен это рендерить в реальном времени и достигать минимум 60 кадров в секунду. Вот поэтому ответственность, именно которую чувствует на себе техдиректор в играх, она больше и такая более техническая даже идет. Потому что надо разные техники использовать. У тебя должна быть, во-первых, это умение работать с людьми. Туда и входит и умение высказывать свое мнение, там, и слушать, и правильно это до них доносить. Почему? Потому что ты не работаешь один, ты всегда работаешь в команде. Даже если ты единственный техдиректор в студии, ты работаешь уже не с другими, да, техдиректорами, которых нету, или которые у тебя в голове. Ты уже работаешь с аниматорами, там, может, даже концепт-художниками, может, им что-то нужно, вот. Поэтому ты должен уметь работать в команде. И иметь именно все вот эти связанные с этим коммуникационные навыки тоже. Вот. Второе — это уметь учиться, любить учиться. Потому что в роли техдиректора ты будешь учиться постоянно, хочешь или не хочешь. Тебе просто нужно это делать, ты обязан это делать.
И именно лучше всего, что ты любишь это делать. То есть ты любишь учиться новым вещам, новым софтам, там, любить еще этот прям, просто вчитывать в документацию, часами на это время тратить. Третье, это, скорее всего, будет усидчивость. За компьютером много времени проводишь, так что это не должно быть так, что ты там 10 минут посидел, и тебе нужно прям встать. То есть ты уже больше не можешь сидеть. Ты должен уметь сидеть часами за компьютером, смотреть на этот экран. И при этом тоже эффективно нужно это все делать, конечно же, опять же. Это уже больше профессиональные навыки, которые по ходу дела сделаются. И желательно, кстати, то, что я, наверное, пропустил сказать в профессиональных навыках, это не быть мультизадачным. Делать несколько вещей за раз вообще не стоит. За несколькими зайцами погонишься, никого не догонишь, говорят же. Вот в техдиректе нужно именно уметь организовать свое время и выбирать приоритеты. Мультизадачность хороша, но не в нашей роли. Как по мне, она больше приносит вреда. Вот. А по личностным я могу только вот эти 3 прям ключевых выделить. То есть умение работать с людьми, любить учиться и усидчивость. Не обязательно быть программистом в роли техдиректора, то есть понимать программирование. Но все равно придет момент, когда ты вот без программирования в роли там, техдиректора, да, даже технического художника больше, ты дойдешь до какого-то момента, где тебе просто этот потолок пробить поможет только навыки программирования или навыки скриптинга, да, такого же. Почему? Потому что в том же самом Houdini, чтобы сделать какой-то определенный эффект, у тебя просто появится такая нужда в том, чтобы изучить язык программирования, который есть в самом Houdini, и только тогда, когда ты изучаешь, ты этот эффект делаешь и пробиваешь вот эту стенку, этот потолок. В том же самом блендере, например, быть художником по визуальным эффектам в блендере невыгодно. Почему? Потому что нет всех инструментов. А если ты решишь их создать, ты не сможешь их создать без программирования. Тебе по-любому нужно изучить Python и уже при помощи него делать те инструменты, с которыми ты хочешь, которых тебе не хватает как художнику по визуальным эффектам в блендере. Художественная часть, можно ей много чего вытягивать, но все равно тебе нужно понимание математики, программирования. Так как даже те самые ноды — это завуалированное визуальное программирование. Это, как недавно Маки говорит, решала. Вот, наверное, одним словом. Лучше другое пока что, думаю, не подойдет. Как-то уже привязалось то же самое такое слово, решала. Сугубо мое личное мнение, я считаю, что идею определенную, посыл фильма доносится через, опять же, креативность, через творчество, через картинку. А технология — это инструмент, который тебе позволяет передать этот образ максимально близко к тому, что творится вот тут в голове у режиссера. Вот. Так что, да, технология — это инструмент, как бы то ни было. Опять же, да, история Pixar — это само доказательство этому. То есть они такие, а почему не делать в 3D? И начали делать в 3D. Да, это творчество. Если там взять, да, как персонажей, образ создать, то я думаю, что творчество как старший брат. А технология — это как младший брат. Типа старший он такой идет, я хочу это там сделать, типа такого. Нет, или даже наоборот, может. Младший брат более такой же, дети же помладше, они же более такие креативно бегают туда-сюда. И только, да, капризы, и чтобы эти капризы как раз таки выполнить, нужен старший брат. Я бы сказал, да, посмотреть это первым или типа такого, но душа от Pixar. Почему? Потому что, окей, посмотрите, да, фильм сперва, если вы его не смотрели. Просто понаслаждайтесь им.
Потом при втором просмотре подумайте, как они сделали этих человечков пальчики, ну вот линии вот эти, как они это сделали, то, что у вас просто на кадре не то, что двухмерно это пойдет, они трехмерные объекты, просто динамичные, как они их сделали, как выглядит их скелет, попробуйте представить, да? Там... Это просто, я сам все еще не понимаю, как они делают, да, хоть и они потом выпустили свой этот маленький такой статью, ну не маленькая, довольно большая, длительная, ну вот такая длинная статья про то, как они сделали как раз таки не вот этих пальчиков, а именно души, как они их изобразили. Потому что эти души это не просто моделька 3D с полигонами, да? Это объем, это прям облачко. Это представьте то, что вы взяли на облачко насадили скелет и двигаете при помощи этого скелета облачко. Это в реальности невозможно представить, они это сделали. И ты такой, вау. Типа, в принципе, да, я могу представить, как это можно сделать таким простым, грубым методом, но у них это было вообще по-новому, они там всякое изучали, несколько лет на это потратили. Вот в этом плане технологически, какой вклад вносит Pixar в технологическом сегменте для анимационного фильма, как раз таки душа прям жестко это раскрывает. В производстве мы используем, если по терминологии DCC, то есть Digital Content Creation софтверы, и в них вот входят как раз такие Houdini, то есть в эффектах батя всех эффектов это Houdini. Из основных других приложений это будет как раз таки в нашем случае Blender, его лучше тоже изучать заранее. Потом идут уже стандарты индустрии, это Maya, это 3ds Max, это Cinema 4D. Почему вообще я все называю, почти все софты, которые есть? А потому что я не знаю, каким техническим директором вы хотите стать. Поэтому, опять же, да, нужно всех. Нам всем терпения, постоянства в нашем деле и глубочайшей веры в том, что мы делаем просто не простую, да, просто тяжелую работу. Мы делаем скорее уже эпохальную работу для казахстанской анимации. Мы вот те, кто... Мы пионеры, короче. Как пионеры бывают в космосе, в разных фантастических фильмах, мы пионеры казахстанской анимации. Так что давайте идти вперед. То поколение, которое сейчас будет обучаться, вы тоже приложите к этому руку. Будьте в этом уверены. Так что если кому-то вдруг не хватает цели для обучения анимации, примите это как цель, да? То, что вы внесете вклад в казахстанскую анимацию, вы будете пионерами в любом случае. Так что вот, да. Қазақстан анимация алға.